Опередить соперника, передать точный пас и успеть забросить мяч в кольцо. Адреналин, азарт игры и дух соперничества, присущий в любом виде спорта, в баскетболе школьники стараются реализовать в полной мере. За те 3 года, что функционирует кружок, ребята добились высоких результатов. Главная задача – быть всегда первыми во всем. Выиграв в районных соревнованиях Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет, сейчас они готовятся к региональному этапу. Алид Зауров, как и команда, настроен только на победу. Заниматься баскетболом он начал только в этом году. На баскетбол я начал ходить недавно, всего лишь 3 месяца, но уже многому научился. Я до этого пробовал много разных видов спорта, но именно этот спорт мне понравился больше всего. Во время игры я чувствую адреналин. Темп игры, скорость, ловкость, быстрые пасы. Вот что я считаю в этой игре. Когда ты наблюдаешь за баскетболом, тебе не бывает скучно наблюдать за этим видом спорта. А когда играешь, ну, конечно, получаешь удовольствие, да. А вот покорять новые вершины в футболе школьники лишь начинают. Такой кружок в Кантышевской 3-й школе открылся только с начала этого учебного года. За 4 месяца у ребят появилась и своя собственная команда «Ураган», которая совсем скоро будет представлять честь школы на различных соревнованиях. Ребята учатся улучшать скорость подачи мяча. В футбольном кружке занимаются как средние, так и старшие классы. Не случайно тренирует ребят Хаваш Зауров, учитель физкультуры, фанат футбола, профессиональный игрок. Играя с тех пор, как научился ходить, шутит тренер. Футбол любят все, особенно мальчишки. Думаю, это и мотивирует ребят тренироваться упорнее и усерднее. Ребята хотят добиться результата, потому что мы видим на фоне таких же футболистов, как Криштиану, Роналдо, Лионель Месси. Думаю, такие футболисты мотивируют ребят. Ребята стараются быть на них похожими, занимаются. Мне нравится футбол, потому что в футболе мы тренируем и свое тело, мы тренируем свой дух, вот из-за этого, и тренируется командная игра. Если одни соревнуются в спортивных баталиях, то другие пробуют себя в интеллектуальных. В шахматах так же, как в спорте. Все зависит от правильной стратегии игры. А ход нужной фигуры знаменует победу или поражение. Правилам и стратегиям в шахматах школьников учит Джабрил Дибзиев. Наставнику 25. Он ходит в сотку лучших шахматистов СКФО, является победителем многочисленных межрегиональных и всероссийских шахматных турниров. Уже 2-й год своим опытом игры он с удовольствием делится с детьми. Сначала мы проходим теорию, потом основные моменты человечности, то есть в шахматах очень важно быть человеком, то есть некоторые хотят выиграть, главное для некоторых это победа. То есть я стараюсь детей учить, что главное это не победа, не поражение, а главное достойно выйти из ситуации, если проиграли, поздравить соперника, не нервничать, не паниковать. Сосредоточенность и спокойствие присущи не только в шахматах. К примеру, в кружке рукодельницы девочки долгое время трудятся над одной работой. Прикладным искусством юные мастерицы начинают заниматься с 6-го класса. В художественной мастерской они учатся вязать и шить. Рукоделие – это самое главное в жизни девочек. Мы научились шить, вязать. Сперва мы научились вязать крючком, а сейчас переходим на спицы. Соединяя их, можно сделать такие изделия. Не обязательно делать цветочками, можно сделать кружками, с шестигранниками, треугольниками и так далее. Также мои девочки участвуют в олимпиадах. И в муниципальной, и в республиканской занимали первые места, победителями выходили. Были и призеры у нас. Но никогда у нас не было, чтобы не было победителей или не было призера. Математика не только главная из наук, но и не самая простая. Но кто сказал, что она не может быть увлекательной? На математическом кружке для начальных классов дети так и рвутся решить пример и пойти к доске. Наверное, потому что занятие больше напоминает увлекательную игру. Этот кружок мы включили, потому что это очень интересно для детей, развивает логику, воображение, математическую смекалку, также общечеловеческие качества, не то что образовательное, это помощь. И это не все, чем может занять себя здесь даже самый ленивый. Ведь дополнительному образованию в 3-й Кантышевской школе уделяют много внимания. Кроме 5 основных кружков, в учебном заведении функционирует и внеурочная деятельность. Это духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная, общекультурная, общеинтеллектуальная, а также социальная. И ведутся такие занятия в рамках внеурочной деятельности, как математика плюс, грамматика, учимся писать красиво, азбука театра, сценическая речь, есть история Ингушетии, в этом году ввели
Также у нас есть ДМОХ, риторика. Каждый ребенок определяет для себя тот или иной вид неурочной деятельности, который он хочет посещать. Соответственно, это делается исключительно добровольно и учитываются желания и интересы детей. Дополнительные занятия в школе проходят 2 смены. После первой занятия длятся с 12 до 2, а во второй смене кружковые занятия могут начаться даже 6 часов из-за нехватки времени по расписанию. Но учащихся абсолютно не пугает позднее время, ведь базовые сведения, получаемые на уроках, не могут в полной мере удовлетворить жажду знаний некоторых школьников. Учитывая, что не все способны заниматься самообучением, значимость эффективной организации дополнительного образования в школе сложно переоценить. Дана Плеева, Ислам Арапиев, Новости 24.